Зиаудин, скажите, почему вы требуете от властей ужесточить карантин в Дагестане? Я спрашиваю, потому что в других регионах России, например, даже в Москве, многие люди умоляют карантин ослабить. Я приветствую вас и всех наших зрителей. Главное, что мы требуем, это, во-первых, чтобы власти государства взяла на себя ответственность за ситуацию, что поскольку карантин, если он объявлен настоящий карантин, то он предусматривает ответственность государства за наступившие последствия. И как физические лица, так и организации, там, предприниматели имеют право на получение хоть какого-то возмещения. По этой причине мы считаем, что было бы правильнее ввести именно карантин, который предусмотрен законом. А уже меры, которые необходимо для этого предпринимать, конечно же, должны быть достаточно твердыми, но с учетом того, что чиновники и правоохранительные органы, они, к сожалению, не справляются с правильным их внедрением. Да? В результате, чем объявлять строгие меры и затем там по 50 человек доставлять для составления штрафов в отделение полиции, то лучше этого не делать. Скажите мне, пожалуйста, а что сейчас в больницах происходит? Для того, чтобы просто понять, нужен карантин или не нужен, вот мы пытаемся понять, действительно много заболевших, но не все с подтвержденным диагнозом, или это только кажется нам? В больницах ужасная ситуация. Практически несколько больниц, несколько отделений полностью заполнены. И первая городская больница, она была перепрофилирована под коронавирус, она уже заполнена. Инфекционная больница, которая первая начала принимать заболевших, она переполнена. И многие другие сейчас еще больницы перепрофилируют, отделения переводят. То есть официальная статистика сейчас немножко меньше или немножко меньше, чем реальная ситуация, как вам кажется? Практически, вот как и говорил Максим Шевченко, полного диагностирования коронавируса нет. Тесты, которые у людей брали, многие из них не получают ответа. Ко мне несколько человек обращалось, говорили, что я вот тест взяли, а ответа нету. Хотя у них вот КТ показывает, что двусторонняя пневмония, то есть все признаки есть коронавируса, но ответа нету, и, возможно, они не фиксируются. Понятно. Тем более, как мы знаем, очень многие проходят болезнь у многих в легкой форме. Понятно, но все равно получается, что людей это не пугает, то, что происходит. Почему люди не соблюдают карантин? Мне кажется, это важно понять. Вот сейчас начало это пугать. Пока люди не увидят сами, они этого не верят. Почему? Потому что власти, чиновники, у них нет того авторитета, что когда они говорят, это их ответственность, это их зона ответственности, у них нет того авторитета, чтобы они сказали, объяснили людям, и люди им поверили. Мы со своей стороны пытаемся донести до людей опасность. Да, уже долгое время я вот разъяснял, пока еще не была болезнь здесь активно не распространилась в Дагестане, я объяснял людям, что необходимо соблюдать строгие меры изоляции. Но в результате чиновники, если люди не имеют никакого заработка, они вынуждены выходить все-таки и зарабатывать себе на жизнь, они должны получать какую-то помощь от государства, как это делается во многих странах.